Полицейские и люди, которые знают чеченцев, Все виды электронных устройств и мобильные телефоны переведены в ватный режим или выключены. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we are ready for landing. Please make sure. а? Как сказал Бродский, если грустить, то грустить в Стамбуле и желательно у моря. Да, на самом деле Бродский такого не говорил. Бродский говорил очень много чего, но это он точно не говорил. Дорогие друзья, рад вас приветствовать из солнечного Стамбула. Сегодня мы начнем этот влог с моих же слов, которые вы меня дразните. Словами это не описать, это надо видеть. Сейчас мы решили поехать к мечети Чамлыджа и решили разнообразить транспорт. В Эминюню сели на паром и отсюда доедем до Üsküdar'a. И с Üsküdar'a на автобусе поедем до мечети Чамлыджа. И хорошо, что человек прошелся между нами в красном. Мы сели. Красавчик ты, братан. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
Какая же она грандиозная, друзья. Это просто не передать словами. Вот вот этот влог в целом там начинается на это не передать словами, и походу середина и конец будет не передать словами. Ладно, смотри, какая большая дверь тут. Ага. Сравни с моим ростом. Я же всегда сравниваю со своим ростом, как будто я великан какой-то. Вот эта стойка сделана из чистого мрамора. Не, этот мрамор привезен специально с этих мест, откуда мы не знаем. Сколько в день вмещает мечеть? Ну, я прочитаю в интернете и обязательно скажу это. Нет, тебя будет не слышно. Единовременно мечеть может поместить в себя 65 тысяч человек. Прикиньте, друзья. Это у меня в городе только 25 тысяч человек. Мечеть получила такое название из-за того, что она построена на холме Чамлыджа, и это самая высокая точка в городе. И из-за этого эта мечеть видна со всех уголков Стамбула. И отсюда тоже Стамбул виден как на ладони. На самом деле территория, где находится эта мечеть, это огромный архитектурный комплекс, который включает в себя музей исламской турецкой культуры, библиотеку, художественную галерею, что еще, конференц-зал и много чего другого. Все я не буду перечислять, но мы все это видели. Мне очень нравятся вот такие столовые. Здесь можно выбрать себе еду, горячую, свежую, только что приготовленную, и салаты, сладкое. Вот так. Все очень удобно, вкусно и хорошо. Сегодня пробуем новый вид чорбы. Такую я еще не ел. Сделаю вот. Фирменная приправа, фирменная. И сейчас попробуем и скажем, какой. Тоже очень хороший. Серьезно, на вкус очень классный. Это походу лучше, чем другая, обычная.
Meksiko. Bilmiyorum. Друзья, я сейчас нахожусь у Константинопольской стены. Именно вот эта стена мешала мусульманам проникнуть в этот хорошо охраняемый город. Но наконец-таки мусульманам после долгой осады удалось проникнуть. И находясь здесь, я хочу прикоснуться к этой великой истории Османской и Византийской империи. Сколько потерь было среди мусульман, это не сосчитать, но в итоге мусульмане с дозволения Всевышнего победили в этой битве. По сегодняшний день этот исторический памятник, так скажем, стоит в городе Стамбул. Ворота Топкапы – это один из символов константинопольского завоевания, поскольку султан Мухаммад Завоеватель вошел в город именно через них. Ворота были разрушены во время осады, но впоследствии восстановлены. Их назвали в честь пушечных ядер в стене и турецких канонов, которые были размещены здесь. Теперь они расположены на небольшой улице. Имеется также терраса под названием Перебола, которая была построена между 15-метровыми внутренними стенами, чтобы предоставить солдатам достаточно места для передвижения. Возведение стены стартовало в 405 году, когда во главе Восточной Римской империи стоял император Аркадий. Строительство длилось около 18 лет и было завершено лишь к 423 году, когда у власти уже в течение 15 лет находился Феодосий II. У стен находится вот такая зона отдыха. Это большой парк под названием Топкапы. Вы сможете сюда доехать с района Султан Ахмед на трамвае. И остановка называется Топкапы. Мы сейчас отведаем вафлю, называется она Bubble Waffle, она очень популярна в Стамбуле. Чтобы добраться до нее, мы приехали в район Бахченевляр. Находится он от меня где-то в часе езды. Ну что ж, попробуем. Если вы приедете в Стамбул, обязательно попробуйте. Ожидания оправдались, было очень вкусно и сытно.
Сейчас мы находимся в одном из самых больших парков города Стамбул. Это исторический парк под названием Эмирган. Свое название парк получил из исторических событий, когда в 17 веке султан Мурад IV пожаловал эти земли персидскому сефевидскому военачальнику эмиру Гюней-хану за то, что он сдал осажденную османами крепость без какого-либо сопротивления и последовал за султаном в Стамбул. Называвшийся на тот момент парк Феридун-бей был изменен на Эмир Гюней, который со временем превратился в Эмирган. В апреле и в мае, когда в Стамбуле открывается ежегодный фестиваль тюльпанов, этот парк превращается в настоящий цветник, тем самым привлекая туристов со всего мира. Друзья, сегодня пятница, и все мусульмане должны совершить обязательную пятничную молитву. И мне посчастливилось сделать свой джума-намаз в мечети имени Валидай Султан. Эта мечеть находится в Аксарае. Сейчас мы едем на Принцевые острова, на один из островов под названием Бургазада. Отплыв у нас 12:05, мы опоздали на 5 минут и теперь должны ждать час. По какой дороге пойдем? Получается, мы обошли этот остров и сейчас находимся на задней стороне этого острова. И у кого есть с собой палатка, могут вот так установить свою палатку и отдыхать себе спокойно. Вот это место, где я сейчас нахожусь, я вам примерно постараюсь объяснить. Как только вы прибываете на остров и выходите с парома, направляетесь направо и двигаетесь прямо по асфальту вперед. И в той стороне есть пляжи и места для палаток, и вот такие шикарные виды.
Каким бы холодным ни была сейчас вода, я по-любому должен искупаться в нем. Это сейчас я и сделаю. Für mich, ey! عموما ابي لبس ليه ده Также для удобства вы можете на острове арендовать себе вот такой велосипед за 25 турецких лир в час. Смотрите, как круто живут люди на острове. Во дворе мандарины растут, свежий воздух, прекрасные виды. Друзья, я совершенно случайно нашел могилу визиря Ибрагима Паши. Могила находится возле трамвайной остановки Каботаж. Давайте посмотрим поближе. Это мой любимый отель. Каждый раз, когда я прилетаю в Стамбул, я останавливаюсь именно здесь. Что мне особенно нравится тут, это расположение
Рядом есть трамвайная линия, метро, все магазины. И главное, чистые номера. Каждый день делают уборку, приносят новые полотенца, тапки и так далее. Это мелочи, конечно, но все равно очень приятно. Позже покажу и номер. Случай произошел со мной вчера здесь. Я хотел поснимать таймлапс на фоне этой арки. И сюда подхожу, и я даже не поставил камеру, просто вот такое движение сделал. И внизу я не заметил полицейских. Там, оказывается, был какой-то рейд у них. И мне кричит этот полицейский снизу и говорит, чтобы я подошел. Я двинулся в ту сторону. И там тоже стояла полицейская машина. Я подхожу к этим полицейским, и эти полицейские тоже услышали, как кричит другой полицейский снизу. И подходит, ничего не понимает, а я объясняю ему, это из-за меня, а не так, у меня камера. Но объяснил, и подбежал тот, который был снизу, и говорит мне, чтобы я показал камеру. И он подумал, что я их снимаю. И, короче, смотрит там вниз, вверх, перелистывает, влево, вправо. Я говорю, что я ничего не снимал, они меня не понимают. И говорю полицейскому, там, достаньте переводчик. И он достает. Я записываю голосовой и говорю, что я не успел ничего заснять. Нету там ничего, проверяйте. И он мне обратно записывает. Мы конфисковали вашу камеру. И я говорю, вы не конфискуете мою камеру, хотите, забирайте меня, но без меня моя камера никуда не уедет, говорю. И мне, я не знаю, почему я это сказал, я говорю, что я чеченец. И этот полицейский смотрит на меня и говорит, оригинал чечен, говорит, ну, оригинальный чечен. Я говорю, конечно, оригинальный. И тогда они, нормально, короче, у нас пошел разговор, он показывает свой бицепс, я свой, так, пообнялись. Когда узнали, что я чеченец, сразу же отношение поменялось в хорошую сторону. И да, если ты оригинал чеченец, то можешь идти, сказали. И я пошел дальше. Что я этим хотел сказать? То, что к чеченцам полицейские и люди, которые знают чеченцев, относятся очень хорошо. А сейчас я направляюсь к очень известному месту. Это мечеть Örtaköy. Это место славится своими прекрасными закатами. Оттуда получается очень красивые закаты просто. Я немножко задержался и очень надеюсь, что мне удастся заснять для вас этот прекрасный закат сегодняшнего дня. Я надеюсь, что меня слышно. Закат был благополучно упущен, и поэтому я сейчас постараюсь заснять для вас, как включаются огни на известном мосту, который вы видите очень часто в своих любимых турецких сериалах и фильмах. Вот такой таймлапс заснял для вас. Теперь возвращаюсь домой. Очень сильно устал. Наверное, сегодня буду хорошо спать. Завтра начну уже новые съемки.
Теперь посмотрим номер, сделаю вам небольшой обзор этого номера. Так, что мы имеем в номере? Кровать, мини-холодильник, телевизор, Wi-Fi, кондиционер, шкаф, который я никогда не вешаю свою одежду, телефон на всякий пожарный случай. Номер, как я сказал ранее, небольшой, уютный такой. Посмотрим санузел. Все аккуратно, чисто, все как надо. И вот такой вид с такого маленького мини-балкона. Сейчас я поднимусь на крышу и поснимаю вам шикарный вид с птичьего полета. Теперь поговорим о ценах. Цены в Турции выросли в 2 раза, начиная с билета, заканчивая на айране. На недвижимость даже, можно сказать, в 3, и в 4, и в крайнем случае и в 5 раз. Говорят, в Турции повысят зарплаты своим гражданам, и в связи с этим вырастут еще больше. Это площадь Бейзит, и вон там Гранд Базар, Капалы Чарши по-другому называют. И тут всегда вот такая паника, всегда вот такое движение. Все. Дела. Ну что, друзья, на этом мы закончим этот выпуск. Нам пора прощаться. Увидимся в горах Чечни и Дагестана или, может быть, Ингушетии.